Рассказы Лукмана. Лукман ага Закиров – самый старейший писатель Татарстана. 97 лет. Рассказ первый. Как я нанимал домработницу. Лукман ага, вот вы живете один, у вас родственников нет. Как вы домашними работами бытовыми справляетесь сами один? Нельзя нанять, что ли, домработницу какую-нибудь? Пенсия у вас большая. Домработницу я занимал по объявлению, по газетному объявлению. Далее Лукман ага сказал, что написал на эту тему рассказ. Давайте прочтем этот рассказ. Рассказ называется «Старость». По воле судьбы, оказавшись одиноким стариком, я не брезговал ни приготовлением пищи, ни мытьем посуды, ни другими внутридомашними делами. Но уборка квартиры, считавшаяся в нашем роду сугубо женским делом, оказалась для меня большой проблемой. Стремясь держаться в рамках традиций своих предков, я некоторое время пользовался услугой подъездной уборщицы. Но когда она стала инвалидом после нападения уличных собак, решил поискать уборщицу в газетных объявлениях. Среди кучи рекламных газет, валявшихся в почтовых ящиках, было множество объявлений по оказанию различных услуг с адресами и телефонами. Желанием найти уборщицу попроще, соразмерно своей пенсии, я всегда интересовался при разговоре по телефону стоимостью услуги. Но работодатель каждый раз, ссылаясь на производственную тайну, рекомендовал договариваться на месте в зависимости от качества услуги. Кошек и собак я в квартире не держал, и поэтому меня вполне устраивала только ежемесячная уборка. Время идет, пыль накапливается, и без собак и кошек. Наконец, когда запыленность квартиры достигла предела, я легко дозвонился до газетного работодателя, и вскоре, где-то через часок, уже зазвенел мой телефон. На вопрос: уборщицу вызывали? Я ответил положительно и без задержки открыл дверь. К моему удивлению, передо мной стояла не уборщица в растоптанных башмаках со шваброй, а супермодельная девушка лет 20 в лакированных туфлях на высоких, особо модных шпильках. Скажу честно, таких я видел только на телеэкранах. Мы в недоумении стояли несколько минут, молча в моей тесной прихожей, почти что касаясь друг друга. Тут у меня закружилась голова от такой невиданной прелести, и я уже хотел сказать ей, что ошиблась адресом, но она оказалась смелее меня и, задев мое старое тело своей пышной грудью, прошла в комнату. А я, слегка шатаясь, пошел за ней и сел на диван. Сидя за моим письменным столом и подправляя свои накладные ресницы, она наверняка подумала о том, почему же такому предсмертному старику понадобилась женщина. Став еще симпатичнее, чем была пару минут назад, она подсела ко мне на диван и доложила о своей готовности. Тут я решительно спросил насчет платы. Когда она, ласково прижавшись ко мне, назвала неподъемную для меня сумму, я отключился и не помню, как она исчезла. Находясь в больнице, я рассказал об этом в ординаторской. Врачи с интересом выслушали меня и обещали выручить неотложно, если модельная уборщица появится снова. Тамам.